Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас будет разговор о финансовой грамотности по Евангелию. Во многих городах сейчас проходят программы повышения финансовой грамотности населения. У нас в Республике Коми проходит форум «Финансовая грамотность». Поэтому мы с вами тоже сегодня будем в этом явлении разбираться от самых начал, от самых основ, от сотворения мира. Ведь по-настоящему и можно разобраться в чем-то, если обращаться к Богу, обращаться к Создателю, Творцу. Сказано, что Бог сотворил весь мир, видимый и невидимый, что Он сотворил человека по образу своему, то есть наделил бессмертной душой, разумом, свободой, совестью, творческими способностями. А человек отпал, человек злоупотребил своей свободой. В райском саду дьявол предложил Адаму и Еве 3 соблазна. Сластолюбие, то есть похоть плоти, наслаждение чувственное. Славолюбие, гордость житейская, тщеславие. И сребролюбие, похоть очей, то есть обладание чем-то видимым. И съев запретный плод, люди впустили в себя грех, проклятие и смерть. Отошли, отпали от Бога. Поэтому так много в нашем мире несчастий, войн, всякого зла, потому что и мы, их потомки, тоже согрешаем. К уже совершенному ими греху добавляем еще и свои. И болезни и смерть – это удел итоговый всякого человека. Поэтому скажет потом Господь уже в Новом Завете, Спаситель: не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут, где моль и ржавчина истребляют, а собирайте себе сокровища на небе, где воры не подкапывают, не крадут, где моль и ржавчина не истребляют. Потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть настоящее сокровище человека – это сокровище небесное, это тот самый рай потерянный. Рай как место общения с Богом, как пребывание в любви к своему Создателю и в любви к самому, к окружающим тебя, к близким людям. Кстати, вот это слово «ближний», да, любовь к своему ближнему, часто тоже нами понимается неправильно. Мы понимаем близких как родственников, скажем, иногда даже как нужных людей. А когда Иисуса Христа спросили: а кто мой ближний? Вот Он рассказал замечательную притчу о милосердном самарянине, в которой повествуется, как некий человек попал в руки разбойников, был изранен, брошен на дороге. А милосердный самарянин, в отличие от других людей, прошедших мимо, остановился, довез его до гостиницы, дал деньги на лечение. И спрашивает Господь, кто был ему ближний? Ну, очевидно, что именно вот он, милосердный самарянин. Иди, говорит Господь, и ты поступай так же. Вот. То есть не выбирай, кто твой ближний, кому помогать. Иди к тому, кому ты нужен, кому ты можешь в первую очередь послужить, кому ты можешь отдать, в том числе и внимание, и любовь, и заботу свою, и денежную помощь. Вот так ты станешь сам ближе к человеку, и человек станет ближе к тебе. Это и есть возлюбить ближнего, как самого себя. Вчера спросил один молодой человек, как не быть одиноким. Ответ простой. Во-первых, это молиться, тогда ты будешь не одинок, ты будешь с Богом. А во-вторых, служить людям. Служить. Надо ежедневно служить, находить того, кому тяжело, и помогать ему. Никогда ты не будешь одинок. Всегда будешь пребывать в общении, всегда вокруг тебя будут люди. Но вернемся к библейской истории. Люди оказались в таком, так сказать, потерянном мире. Отойдя от Бога, они почувствовали, как вот зло, грех, оно постоянно разрушает отношения, общество, семью. И они стали создавать законы, порядки, которые как-то бы ограничивали зло. И сам Господь тоже давал заповеди определенные через пророков, давал свои откровения. Через пророка Моисея дал 10 заповедей. Одна из них – заповедь «не кради», то есть экономическая заповедь, которая говорит не только о недопустимости кражи, а в широком толковании она означает, что и взятки не надо не давать, не брать, что не надо себе присваивать чужое, даже если формально это не является кражей.
Вот, то, что надо возвращать свои долги и прочее. Вот. И в Ветхом Завете, конечно, много было таких поучений. Ну, вот, например, книга притчей Соломона. Соломон, премудрый царь, сам весьма богатый. Ну вот он, например, что говорит. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. То есть надо быть прилежным, трудиться. Приобретение сокровища лживым языком – это мимолетное дуновение ищущих смерти. То есть всякое приобретение с помощью лукавства, лжи – это путь к греху. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, то есть жир, не разбогатеет. Ну, здесь, кстати, намек на проблему бедности. Сегодня эта проблема тоже является одним из фокусов программ повышения финансовой грамотности, но настоящий ключик к ее решению, конечно, состоит во внутреннем благочестии человека. Когда человек имеет веру, когда он молится, когда он служит Богу, то сама внутренняя сила, такая радость жизни, которая пребывает в его душе, она уже не позволяет ему, скажем, склоняться к вредным привычкам, она побуждает его трудиться, вот, она побуждает его помогать окружающим, а значит и от них тоже получать помощь. Вот, и человек может жить небогато. По формальным показателям он может жить небогато. Там, как один мой, например, приятель вчера рассказывал, с 4 детьми в двухкомнатной квартире, и доходы небольшие, но нищетой это назвать нельзя. Вот. А неверие очень часто приводит, наоборот, человека к разрушению жизни, к разрыву связи с окружающими, вот, к ссорам с родными. Вот. И сама сила жизни в душе оскудевает. Вот. Именно от неверия. Знаете, мы разговаривали как-то с одним человеком, такой в бедной и убогой квартире, стол заставлен банками, бутылками, вот, он злоупотребляет алкоголем. И вот он начинает рассказывать о своей вере, очень путанно. Он ограничен с неверием. Я говорю, так вот, посмотрите на свой стол, посмотрите. По вере вашей да будет вам ведь сказано, да? Какая вера, такая и жизнь. И поверьте, друзья дорогие, очень много раз этот разговор в разных интерпретациях повторялся. Что человек говорит о таком убежденном неверии, а плоды этого – это оскудение души, а потом и оскудение самой жизни. Не сразу, правда, это заметно. Иногда это может быть через несколько поколений, то есть вроде бы отказываясь от Бога, человек даже на какой-то момент может, ну так сказать, в жизни, наоборот, убрать какие-то ограничения, которые всегда накладывает вера, да, то, что сейчас называется самореализацией, нахождением себя, вот, он может много преуспевать, но детям он уже не передаст веру, внукам тем более. Вот. И потом вот из рода в род, из поколения в поколение ведь грех накапливается. В Библии сказано, что наказываю грешников до 3-го, до 4-го колена. И поэтому плоды неверия могут сказаться не только в жизни самого человека, но и в жизни его потомков. Вожделенное сокровище и тук, говорит Соломон, в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Вот. Интересно, вспомнилась еще история из жизни уже новозаветных христианских святых, что некий монах молился за одного трудолюбивого человека, который жил очень бедный, и очень тяжелая была у него работа. Он каждый день изнемогал, добывая камень в шахте. И он просил у Бога, этот подвижник, что дай, Господи, ему богатство, ведь он так мало зарабатывает, но он даже от этого малого заработка находит возможность давать бедным. А Господь его спросил через ангела, ты уверен, о чем ты просишь? Тот говорит, да, я ручаюсь, я беру это на себя. Хорошо. И вот тот рудокоп в один день неожиданно находит нишу, и там спрятан сундук, сокровища, золото. Что с ним произошло? Он бросил свою кирку, он бросил свою работу, он забыл про всех бедных, кому он помогал, он пошел в город,
Он стал там жить, он приблизился к императорскому двору, его носили рабы на носилках, вот. Он жил в роскоши, пил вино, гулял с женщинами. Вот. И этот подвижник, конечно, стал горько плакать о том, что он по неразумию привел его к такой греховной жизни. Он бросился к нему в город, чтобы напомнить ему. Но тот, только увидя его, небрежно оттолкнул его ногой и велел слугам прогнать его прочь. И стал этот молитвенник опять молиться: Господи, прости мне этот грех, что я не понимаю иногда Твоего промысла, что я так просил этого сокровища. Верни, пожалуйста, его на прежнее место. Вот. Ну и при дворце императора случился переворот. Вот тот человек был изгнан, обеднел, вернулся в свою пещеру, взял свою кирку и снова стал добывать камень, радоваться, славить, благодарить Бога и помогать бедным. Вот. Поэтому во всяком действительно звании, во всяком положении человек может быть благочестивым и довольным. Как и говорит апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот самое большое богатство, самое драгоценное сокровище, которое мы можем найти, это быть благочестивыми. Благочестие – это значит такое внутренняя дисциплина, внутреннее поведение, хождение перед Богом. Когда ты даже мыслями своими управляешь, не допускаешь никаких кривых настроений, лукавства, похоти в свое сердце. И довольным. То есть довольным тем, что у тебя есть. Довольным своей одеждой, довольным своей машиной, довольным ее отсутствием, довольным своим жильем, довольным своими доходами. Всем вот, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И все же Ветхий Завет, вот в этих советах, поучениях их очень много. Я вот сейчас читал 21, 22, можете 23 главу еще прочитать, притчи Соломоновых. Он больше настраивает на, как бы, знаете, на такую социальную справедливость. То есть он еще не меняется сам человек. Просто вот эти заповеди, эти советы, они, можно сказать, сдерживают зло. То есть они не позволяют миру превратиться в ад. Причем о Царстве Небесном почти ничего не говорится. То, что открывалось от Бога в Ветхом Завете еврейскому народу, там почти ничего не говорилось о загробной жизни человека. Там были действительно заповеди, направленные на устроение земной жизни. Поэтому даже возник такой перекос, который очень можно увидеть в Новом Завете, что Христа, то есть Спасителя, Мессию, о нем очень много говорили пророки, его воспринимали именно как земного царя. То есть воспринимали не как того, кто откроет дорогу к небесам, а того, кто всех накормит, всех напоит, всех обогатит, всех излечит. Вот. И Христос сам, конечно, когда уже пришел, он очень боролся с этими мнениями. Вот. Ну, немножко еще прочитаем из Ветхого Завета. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, 4 глава. «Сын мой, не отказывай в пропитании нищему, и не утомляй ожиданием очей нуждающихся. Не опечаль души алчущей, и не огорчай человека в его скудости. Не смущай сердца уже огорченного, и не откладывай подавать нуждающимся. Не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего. Не отвращай очей от просящего, и не давай человеку повода проклинать тебя. Ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя, сотворивший его услышит моление его». Вот здесь настрой на милость, да, на милосердие. Вот как бы мы сейчас, наверное, сказали таким мирским взглядом, чтобы не было революции, да, чтобы не было злобы, чтобы вот бедный человек не озлобился в конец. А у пророков уже больше намек именно так сказать, на неприлепление к богатству и на милостыню уже как приближение к Богу. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Книга пророка Исаии, 1 глава. Книга пророка Амоса. Там он говорит, что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Да? Вот это
так сказать, злоупотребление беззащитным положением человека. Тоже часто мы в своей жизни это видим. Книга пророка Ионы, когда он идет в Ниневию, Ниневия город великий и богатый, проповедует о покаянии, о том, что Ниневия скоро будет разрушена. Вот оно, вроде земное богатство есть, а гнев Божий грядет, потому что город неверующий, город разврата, город греха. Но как меняются люди? И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, то есть в лохмотья, от большого из них до малого. И даже царь встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. Вот. И даже скоту не давали есть, даже животных не кормили. Такой строгий пост на себя наложили, поверили Ионе, и Ниневия была оставлена. Ну вот еще в завершение пророка Михея прочитаем, глава 6 главы. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Вот еще дальше слова. «Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная?» Вот это частый библейский образ, неправильная мера. Да? «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» То есть, когда человек делает подтасовку, ну, допустим, занимается торговлей, и он подпиливает гири, подтачивает меру, что она уже, скажем, не килограмм весит, да, ну, современным языком говоря, а меньше, обманчивая мера. Вот. И это мерзость. Сказано, неправедные весы, мерзость пред Богом. Да? То есть не обманывай, не лги, не ходи. Вот. И еще вот из Псалтыри, это пророк, царь Давид, он говорит, уже вот он, наверное, из пророков ближе всего, так сказать, духовно созерцает уже тайны Нового Завета, потому что предчувствует Христа. Мы поэтому псалтырь-то чаще всего и читаем, конечно. Она ежедневно практически используется в богослужении. Псалтырь. Он говорит: «Аще бы восхотелось из жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит». То есть люди приносили жертву во все времена, во всех религиях приносили Богу жертву. Помните, Каин приносил, и Авель жертву, да, Авель потом убивает по зависти Каина. Но Давид уже чувствует, что Богу не столь важна материальная жертва, ему важен дух сокрушен, жертва сердца, жертва отказа от своего «я», вот эта победа над гордыней. «Желаю лучше быть, он говорит, у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Это Псалом 83. Опять здесь намек на небесное царство. Дом Божий – это церковь, это уже блаженство на небесах. Но он, конечно, говорит о храме Иерусалимском, да, но все, что он говорит, все его строчки, это всегда уже намек на Новый Завет. 61-й Псалом. «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Интересную взаимосвязь подмечает он, что не тщеславьтесь хищением. Да, страсти человека, они ведь очень тесно взаимосвязаны, вроде бы сребролюбие, а оно за собой влечет возношение, да, человек считает себя богатым, он тщеславится, хищение может тщеславиться, да, и он как бы говорит, не просто не ходите, не тщеславьтесь хищением, потому что тщеславие, вообще как самопревозношение, это всегда, так сказать, мерзость перед Богом, это отвержение славы Божьей. Женщина пишет, заключенная из колонии, о том, что самоуверенность и глупость привели меня сюда. Вот, и мы пишем ей в ответ: да, самоуверенность – это наш общий грех, потому что такое самоуверенность? Это вера в себя, самоуверенность. Поэтому давайте повернем наши глаза к небу, развернем душу к истинной вере и послушайте наставления. И уже вот рассказываем ей кратко в письме все, о чем мы с вами сейчас здесь говорим. И вот это все, друзья мои, было в Ветхом Завете, все вот эти поучения, но
люди понимают свою неспособность спастись. Неспособность. То есть иногда даже жалуются вот, пророки в своих посланиях о том, что вот, в том же 50-м псалме, да, царь Давид говорит: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». То есть я не могу создать себе сердце чистое. Я не могу стать правым, Господи, если ты меня, если ты не сделаешь таковым. Поэтому ублажи, он говорит, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. То есть, Господи, пошли вот этот Дух Твой Святой, которым и создаст мою чистую душу. Вот это и есть ублажи благоволением Твоим Сиона. И, естественно, это исполняется. Это было обещано в райском саду, когда люди изгонялись из рая, отлучались от общения с Богом, что придет семя жены, которое сотрет главу змея, что придет тот, который откроет на небеса и возведет людей даже на большую высоту, чем у них была. Вот. И когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, то есть от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. То есть людей, которые вот были под законом этих заповедей, да, они должны были исполнять эти заповеди, учить их, он должен был искупить. Он должен был открыть царство любви, как говорит апостол, и закон заповедей заменил учением. То есть Новый Завет – это уже не сумма заповедей, это не жесткая религиозная система, это путь на небеса. Это откровение любви. Вы знаете, как когда два человека полюбят друг друга, но невозможно же их отношения, скажем, отрегулировать там, строгими нормами. Да? Поэтому нам так иногда режет душу то, что мы видим там, в зарубежных фильмах, брачный контракт, да, где люди прописывают, там, кто что должен делать там, и так далее, что при разводе уже заранее договариваются, что кому достанется. А мы говорим, нет, любовь, она бесконечна, она безусловна. И само собой мы договоримся, да, и про развод даже и говорить не надо. Не то, что там предусматривать его или прописывать. Вот. Поэтому любовь это не контракт. Любовь это самоотдача, это жертва. И вот Господь нам показал такую любовь. Он пришел, он воплотился, он унизил себя, он смирился. Он, как говорит апостол, замечательная фраза, обнищал нас ради, дабы мы нищетой его обогатились. Он богатый обнищал нас ради. То есть Бог богатый милостью, обнищает. Да? Христос рождается в малоизвестной семье, в пещере, в холоде, животные согревают его своим дыханием. Что этим он показывает? Он этим показывает то, что, как он сам потом скажет, жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Как-то раз к нему подошли люди и говорят, рассуди вот наследство между нами. Он говорит, кто меня поставил судьей над вами? Жизнь человека не зависит от его имени. Смотрите, берегитесь любостяжания. То есть, если вы судитесь по, так сказать, по жадности, то вы ведь свои сердца отягощаете вот этим. Самая драгоценность большая человеческая – это сердце. Сердце, которое должно быть вместилищем Бога. Вот. И Господь показывает нам, что не в богатстве человеческое спасение. Да? Почему так и разочаровались в нем люди? Иуда его предает за эти 30 сребреников, когда он окончательно разочаровался во Христе. Разочаровался после того, как некая женщина-блудница помазала Христа миром, очень драгоценным, дорогим. И на упреки апостолов Господь говорит, она сделала дело для меня. Вот. И нищих всегда имейте с собой, меня не всегда имейте. Поэтому мы действительно, и мы тоже должны, по примеру этой женщины, Богу отдавать самое дорогое, и золото, и драгоценные металлы, и благовония, то есть ладан, вот, и искусство, скажем, иконописи. Это все надо Богу отдавать, самые драгоценные, самые прекрасные здания храма надо строить для Него. Вот тогда и бедных не будет, потому что люди будут видеть вот эту веру, и они будут вдохновляться этими храмами, они будут молиться, они будут сами каяться, и они избавятся от бедности. Ведь каждому даны руки, ноги, вот, труд. А если кому и не даны, скажем, человеку болящему, так нам дана
дано милосердие, нам дана способность видеть, так сказать, Бога в другом человеке, помогать друг другу, служить друг другу. Об этом говорит притча о страшном суде, там, где Господь нам предупреждает нас, что Он придет второй раз на землю уже не как смиренный и обнищавший младенец, Он придет во всей своей славе, красоте и силе, и все люди будут судимы, и в первую очередь будут судимы по своему отношению к другим, к бедным, к больным, к заключенным, к одиноким. Вы меня посетили, вы меня одели, вы меня утешили, придите, наследуйте Царство Небесное, уготованное вам от сложения мира. Вот, друзья дорогие, в чем главное откровение Нового Завета, о том, что все земное, все денежное, все финансовое, все материальное – это испытание. Само по себе это не добро. Оно может погубить человека, если привяжет к себе свое человеческое сердце. Но само по себе оно и не зло. Его надо использовать. Использовать для чего? Для отдачи, для жертвы, для любви. Потому что сказано, кто был в малом верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа твоего. Это притча о талантах. Вот. Если ты использовал с умом, использовал правильно, получишь награду от Бога. Очень сложно, об этом есть притча, и даже толкователи расходятся в ее понимании. Давайте мы с вами тоже ее разберем. Притча о неверном домоправителе. Там говорится следующее. О том, что был человек, который управлял имением и плохо управлял, неверно. И было доложено господину. И готовилась его отставка, этого правителя. И тот стал делать следующее. Он стал тайком приглашать к себе должников хозяина и говорить, сколько ты должен ему масла? 100 мер? Возьми. Свою расписку напиши 50. Он это сделал для того, чтобы его приняли потом в вечные обители. То есть, в смысле, когда его отставят, чтобы он говорит, копать не могу, просить стыжусь, как мне заработать на жизнь? Вот что сделаю. То есть неправедным богатством, вот этими взятками я себе приобрету друзей, и они потом будут меня кормить. И Христос потом говорит, смотрите, что говорит слуга неправды. Ведь сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Вот он хвалит его, да, конечно, за преступление, тот совершает преступление, но он хвалит его не за преступление, он хвалит его за хитрость, за догадливость, за дальновидность. И он нас предупреждает, вот Спаситель предупреждает нас, вы приобретаете себе друзей богатством неправедным. То есть все, что у нас есть, наша даже зарплата, наши силы, здоровье, образование, это же неправедное богатство. В каком смысле? Не мы его создали, это Бог создал все. Урожай у тебя уродился, так это же земля родила. Господь светит на нее солнышком, льет дождиком. Это ему, все принадлежит ему. Все. Ты сам весь принадлежишь ему. Поэтому используй, вот это тебе дали чужое богатство, так ты раздавай его, чтобы потом эти друзья приняли тебя в вечные обители, чтобы они ходатайствовали за тебя. Еще интересный момент тут надо тоже растолковать. Догадливый, говорит, сынов света. Вот это как раз вызывает вопрос, кто такие сыны света. По некоторым толкованиям, это были такие люди, тоже во времена Иисуса Христа, которые образовывали такую некую секту, которая презирала все материальное. Они не пили вина, они употребляли только воду, питались только хлебом, ходили в лохмотьях, не женились, не выходили замуж или в крайнем случае допускали брак только строго для рождения детей. Вот презирали, как, кстати, это в восточных учениях часто это бывает, в индуистских, в частности, практиках, вот это презрение к материальному. И Господь говорит, что надо быть догадливым, то есть не надо это все отвергать, надо это использовать. Да? Любящим Бога все служит ко благу. Все, что нам дано, и скорби, и радости, все надо использовать, чтобы овладеть этим великим искусством любви.
надо быть догадливее сынов света, то есть тех, кто так неразумно, так скажем, просто от всего отказывается. Нет, покупайте, приобретайте себе, да? Серафим Саровский потом говорит, как купец. Торгуйте, говорит, дарованиями духовными, постом, молитвой, то есть приобретайте себе капитал духовный, приобретайте себе благодать Святого Духа. Вот. И там на рубль тебе, он говорит, 100, 1000 даст. Не рублей, конечно, не рублей. Мы приобретаем самого Бога. Вот это самое главное, что нам надо понять, что мы приобретаем самого Бога. Что человек – это не просто друг Божий, это сосуд Божий, это храм Божий. Да? Приди, вселися вны, и очисти от всякие скверны, и спаси, блажи души наши. Мы просим Святого Духа, чтобы Он вселился в нас. Зачем нам сердце чисто, так сказать, в себе создать с помощью Божьей? Чтобы Бог сам там и обитал. Вот это конечная цель пребывания человека на земле, да? Войти в Царство Небесное и быть там, обиталищем Божьим. А храм это же что-то красивое, прекрасное. Мы должны свое сердце создать для Бога. Не прилепляя его к земному. Ведь сердце оно просто. Просто, оно не может, как говорит Спаситель, не можете служить Богу и мамоне. Никто не может служить двум господам. Или одного будет любить, а другого ненавидеть. Или первого, а первому будет не родить, второму будет угождать. Не можете служить Богу и мамоне. Вот. Любовь, она требует всегда полной отдачи, полной жертвы. Тогда она будет настоящей. Если она с какими-то условиями, ограничениями, это уже не любовь, это уже законничество. Вот Христос принес нам такую любовь, полную, безусловно. Да? Положив руку на плуг, не оборачивайся назад. Апостолы потом его спрашивают: Господи, а нам что будет? Вот мы пошли за тобой, Петр говорит: Господи, а нам что будет? Мы оставили все, лодки свои, семьи даже свои. Господь говорит: всякий, кто оставил ради меня и жену, и детей, и мать, и отца, и поля, села, да, села, получит в 100 крат более в этой жизни, и в будущий живот вечный наследует. То есть даже в этой жизни тебе Господь вот воздаст, но только не надо это понимать, опять же, корыстно, да. Сегодня есть такая теология процветания в протестантском мире, проповедуется о том, что, да и наши сограждане тоже иногда об этом говорят, что типа пожертвуй кому-то, там, допустим, 1000, тебе Господь вернет 10 или там 100. Нельзя так рассуждать. Нельзя. Он вернет, но он вернет, может и материально вернуть, если надо. Может просто радостью вернуть. Ну вот там обилие пищи, допустим, создает для человека иллюзию удовольствия. Господь тебе даст удовольствие. Но удовольствие более тонкое, более духовное, во 100 крат более, да, в этой жизни. Но самое главное, Он даст тебе самого себя. Он даст тебе вечную жизнь. Поэтому сказано, да, не заботьтесь о пище тленной. Ищите пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую вам даст Сын Человеческий, ибо на нем свою положил печать Бог Отец. Причастие. Причастие – это выше этого нет ничего на земле. Это сам Господь, который своим телом и кровью, своей жертвой приходит в тебя. Ты причащаешься, ты соединяешься с Ним, ты принимаешь Его в себя. Ты обоживаешься, ты, так сказать, наполняешься небесным огнем. В Евангелии от Луки я предлагаю вам прочитать, потом не спеша, на досуге, 6 главу, несколько строчек мы сейчас прочитаем. Там очень много о финансовой грамотности говорится. Отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. То есть, если кто-то тебя лишает имущества, отдай. То есть, не судись, не отстаивай свои, как говорят, права. Почему?
Потому что мы воспринимаем любые гонения, любые скорби, мы воспринимаем как подарок Божий. Они нас очищают от грехов. Они нам открывают духовное зрение. Они напоминают о нашем несовершенстве, о том, что мы здесь все гости, да, мы все странники и пришельцы. Наше жительство на небесах. Поэтому не только не требуй своего, еще и больше отдай. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твою не требуй назад. То есть, когда человек у тебя просит помощи, да, отдавай, помогай. И тот, кто взял, не требуй назад. Вернет, хорошо, не вернет, и пускай будет ему на пользу. Если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Как мы иногда вот одалживаем друг другу с надеждой, что вернется. Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от кого надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Вот мне хотелось бы зачитать по этому поводу поучение Иоанна Златоустова, вот 4 век, он говорит о процентах. Сегодня, как-то уж повсеместно стало, что люди не только в банк дают деньги под проценты, даже иногда друг друга одалживают под проценты. А иногда просто отказывают в помощи, и человек вынужден идти в какой-нибудь центр микрозаймов и там платить уже совершенно сумасшедшие, запредельные проценты. По 300, по 700 даже годовых. Выше 12% до революции это считалось ставка уголовно наказуемым деянием. И вот Иоанн Златоуст пишет в IV веке об этих процентах. Неправедным мздоимством, называется мздоимство, да, то есть получение мзды, ты нередко делаешь противозаконным и то богатство, которое приобрел честными трудами. И поступаешь так, как бы кто заставил человеческое чрево рождать скорпионов. Видите, какой образ, да? Чрево, рождающее скорпионов. То есть богатство вроде бы ты заработал, получил, но если ты эти деньги даешь кому-то под проценты, можно сказать, ты добро превращаешь в зло. Никогда взаимодавец не наслаждается тем, что имеет. Никогда не радуется об этом. И тогда как нарастают проценты, не веселится о прибыли. Напротив, печалится о том, что рост, то есть проценты, не сравнялся с капиталом. И прежде чем неправедный рост сравняется совершенно, он старается опустить его в оборот, обращая в капитал и самые проценты, это то, что называется сегодня сложными процентами, да, когда проценты тоже опять реинвестируются, на них нарастают проценты, и насильно заставляя производить преждевременное порождение ехиднины. Таковы проценты. Они более этих ядовитых животных терзают и пожирают души бедных. Вот союз неправды. Как сильно, как обличительно он пишет, да, что терзают души бедных. Ты думаешь через это умножить свое имение, но вместо того приготовляешь для себя неугасаемый огонь. Чтобы с вами не случилось этого, наставляет нас Святой Отец, память которого была несколько дней назад. Отсечем, говорит он, неправедные порождения ростом, то есть процентами. Разрушим противозаконные оковы, иссушим пагубное это чрево и будем искать одних истинных и великих выгод. А какие это выгоды? Послушай, что говорит Павел. Есть же снискание велия, благочестие с довольством. Первое послание к Тимофею. То самое быть благочестивым и довольным. Этим единственным богатством будем обогащаться, дабы и здесь насладиться спокойствием и достигнуть будущих благ. Хочется
еще из Евангелия сказать о притче о блудном сыне. Там ведь тоже, эта знаменитая притча в Евангелии от Луки она изложена, сын берет богатство и уходит. Вот берет это наследие от отца, и он его пропивает, прогуливает. Богатство тесно связано с распутными удовольствиями, с блудом. Кстати, Бенджамин Франклин подмечал, что разврат завтракает с богатством, обедает с бедностью, ужинает с нищетой и ложится спать с позором. Очень тонкое наблюдение, верно. И вот он потом возвращается назад, тот человек, тот сын, когда обеднел до того, что пас свиней. И отец его встречает, вот бежит навстречу, принимает, возвращает ему перстень, сапоги, одежду, закалывает теленка для него. Это, конечно, притча о покаянии. О покаянии, о том, что мы всегда должны возвращаться к Богу, вот почувствовав, кто бывает там, оказавшись в тюрьме, бывает, люди попадают в погоню за богатством, в тюремное заключение, кто, оказавшись в блуде, кто, растеряв свою душу, человек вроде бы на свободе, а душа у него растерзана, да, так и говорит, потерял свою душу. Мы должны возвращаться к Богу. Мы должны вот идти к Нему, и Он идет нам навстречу сам, Он нас принимает. Потому что мы немощны, мы слабые, разрушенные грехом. Он помогает нам дойти, и Он нам возвращает только богатство уже истины. Он возвращает нам власть над своим имением. Он дает нам силу молитвы, Он дает нам пищу истинную. А пища истинная – это Христос. То есть Он дает нам самого себя. Только бы мы хотели. Ведь, если помните, в притче о званых на брачный пир с такой горечью говорится о том, что царь устраивает брак своему сыну, зовет званых, а званые отказываются. Кто купил землю, идет посмотреть, кто купил волов, идет их испытать, кто женился и не может прийти. И тогда царь зовет нищих. Они приходят, только тоже должны все прийти в праздничной одежде. Вот. И действительно, земные заботы, они иногда побуждают нас пренебрегать духовным. Они влекут нас к суете. Вот именно суета, то есть напрасные заботы, напрасные заботы. Конечно, тут надо только понять вот эту правильную границу. Каждый человек должен работать. Каждый человек должен, естественно, создавать что-то полезное. Да? Это Адаму было сказано, в поте лица будешь хлеб свой добывать. Но не заботься чрезмерно, да, сказано, не собирайте себе сокровищ на земле. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, очень хорошо об этом. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, что одеться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Кто из вас может, заботясь, прибавить себе росту хотя бы на локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Это очень интересное слово Христово. Оно говорит о красоте. О красоте. Часто люди, гоняясь за богатством, они заботятся о внешней красоте, об драгоценностях, о дорогостоящих косметологических услугах, о одежде, естественно, разнообразной, дорогой, богатой и так далее, чтобы украсить себя. А настоящая красота, она идет изнутри, идет из сердца, из души. Она проявляется в облике, в речи человека, в его глазах. Вот она подлинная красота. Это же может быть самая простая, одинаковая, каждый день одна и та же. Но если человек красив, он будет неотразим по-настоящему для других. Еще хочу вам зачитать несколько слов святого Иоанна Кронштадтского. Они касаются помощи окружающим людям, милосердия, но его, как говорит Святой Отец, надо сочетать с добродетелью рассуждений. Секундочку, прошу вас подождать.
Это книжка «Моя жизнь во Христе» называется. Его сочинение. «Возлюбишь и ближнего твоего, яко сам себе». Все должно быть у нас общее, как солнце, воздух, огонь, вода, земля, общие всем нам. Также должны быть общими частью пища, деньги, книги и вообще все дары Господни, данные общие для всех и удобно разделяемые. Ибо мы ничего своего не имеем, а все Божье. И несправедливо держат в сокровищницах своих избытки свои люди богатые, тогда как есть много людей бедных, нуждающихся в необходимом пропитании и в необходимой одежде и жилище. Впрочем, трудолюбию справедливо принадлежат избытки, и праздные по справедливости терпят бедность и нищету. Поэтому, если мы знаем о некоторых, что они бедны от праздности и лености, таким мы не должны уделять от своих трудовых избытков. Тут я должен пояснить, что такая есть точка зрения, но некоторые святые отцы говорили, что мы всегда должны давать, даже если мы считаем, что человек несправедливо просит. Аще кто не хочет делать, и говорит святой апостол Павел, ниже даст. Но к вопиющей бедности, происходящей от старости и изнурения сил, от болезней, от бесплодных или мало вознаграждаемых трудов, от действительно трудного положения, от многочисленного семейства, от неурожая хлеба, надо всегда спешить на помощь, особенно людям богатым. Надо руководствоваться историей времен апостольских, примером первенствующей церкви. Хорошо, что здесь отец Иоанн Кронштадтский, слава ему о Господе, напомнил нам о церкви. Ведь церковь – это дар Божий, это именно Святым Духом, схождением Его в день Святой Пятидесятницы Господь своих апостолов соединил в это бессмертное свое тело на земле, в Святую Церковь. И она и учит нас взаимному служению. Кто хочет быть первым, сказано, да будет всем слугой, да будет всем рабом. Не конкуренции, и даже не просто холодному такому формальному сотрудничеству, а именно взаимному служению, которое по-настоящему возможно именно в пределах церкви. В апостольских посланиях мы можем неоднократно прочитать, что сегодня ваш избыток в восполнении их недостатка, а завтра их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы везде была равномерность. Поэтому поспешим, постараемся быть ближе к Святой Православной Церкви, украшать ее своими трудами, помогать друг другу, как говорит апостол, помогайте всем, а наипаче делайте добро всем, а наипаче своим по вере. Среди учеников Христа были многие состоятельные люди, такие как Иосиф Аримафейский. И Господь их не отвергал, некоторые из них даже были тайными учениками, как тот же самый Иосиф. И этим и показывал Христос о том, что действительно бедность сама по себе не спасает. Да, трудно богатому войти в Царство Небесное, как это сказано в диалоге с богатым юношем. Но и бедность сама по себе, особенно такая нарочитая, она тоже не является автоматическим, так сказать, пропуском к Богу. Спасает любовь и спасает вера. Помните, женщина, которая принесла 2 лепты, положила вдовица, удостоилась похвалы от Господа, что она больше всех положила. И блудница, которая это мира драгоценное принесла за 300 динариев, тоже получила прощение грехов, потому что возлюбила много, и ей прощаются ее грехи. И по той самой истории евангельской мы можем понять, что она теперь еще больше возлюбит. Потому что кому много прощено, тот и много любит. Вот наше отношение с Богом. Мы идем к Нему, мы жертвуем, показываем свою веру, то есть надежду на Него. Вдовица положила все пропитание свое. Не просто мало, она положила все пропитание свое. То есть верой отдать. Надо отдать, как бы, знаете, действительно, как птица небесная. И Господь за это ее похвалил, за веру. Он всегда людей хвалил за веру. И чудо 5 хлебов, умножение на 5000 человек Он творил тогда, когда апостолы проявляли веру, что мы принесем. Да, Господи, Ты все можешь. Сами останемся голодными, но пусть совершится это чудо.
Это Закхей, который приходит, мытарь, да, известный человек, грабитель. Ну вот он кается. Господи, половину имения раздам нищим. Вот оно чудо преображения. Был только что вор и грабитель, и негодяй. И он сын Авраама. И он изменился. Да? Кого чем обидел, воздам четверо. Для того это пришел Христос на землю, чтобы нас, грешников, спасти, чтобы мы покаялись. Покаяние – это поворот, метаноя, изменение ума. Ум наш земной, ум наш рациональный, ум наш, так сказать, такой финансово расчетливый. Господь говорит, покайтесь, приблизь от Царства Небесного. То есть поднимите свои глаза на небо. Да вот же Бог, Бог любовь в мир пришел. Будьте с Ним, служите Ему. Делайте людям добро. То, что вы сделали людям, вы сделали мне. Притча о богаче и Лазаре напоминает нам о терпении, о смирении, о том, что если сама даже бедность еще человека может и не спасти, а вот терпение в этой бедности, да, не осуждение, что он, Лазарь, терпеливо лежал у ворот богача, и псы облизывали его раны, он страдал, а теперь утешается. А вот ты, богач, не за то наказан и в аду находишься, за то, что был богатый, а за то, что был равнодушный. Вот ты пировал, ты наслаждался, а теперь страждешь, потому что к человеку был равнодушен. Много раз уже говорили, мы рассказывали о том, как люди веры побеждают такие сложные ситуации, как, например, рождение ребенка там, с недостатком доходов, или с отрицательными медицинскими показаниями, или в одиноком родительстве. И о том, что Господь из любых ситуаций выводит. Нет жилья, нет работы, нет прописки, нет доходов, нет помощи от родных. Есть вера, и не делает женщина аборт, и рождает ребенка, когда бывает первого, когда бывает уже и четвертого, такой ситуации, и все налаживается, все выстраивается. Господь говорит, все возможно верующему. По вере вашей да будет вам. Апостолов посылает Господь без суммы, без денег. Идите, трудящиеся достойно награды своей. Не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что когда ты будешь все заботиться о завтрашнем, ты сегодня не сможешь молиться, ты сегодня не сможешь быть внимательным к другим. Поэтому вот трудись, работай, делай, но думай вот о сегодняшнем, о насущном. А самое насущное, хлеб наш насущный, это наша вера. И благодать, которую нам Господь в ответ на нее подает. Детей нам надо учить самостоятельности, трудолюбию, воздержанию, рождественский пост на дворе. Вот. И надо нам их не только закармливать, не только баловать, а уж тем более не покупать им там машины, квартиры, которые развращают их, когда они уже с детства знают, что все им оплачено, все куплено, все обеспечено, и у них нет стимула, нет радости даже трудиться и творить. Пусть сами. Помогать надо, а делать за них не надо. Про страхование, конечно, можно сказать. Вспоминаю, как один мужчина купил автомобиль, и вот он потом звонит и советуется, говорит, мне тут за страховку 30 тысяч насчитали, такие деньги большие. Вот, ну как вот считаешь, страховать или нет? А я говорю, не заботься. А вот не заботься о завтрашнем дне. Езди аккуратно, езди осторожно, с молитвой всегда, уповай на Бога. Где ты сейчас эти деньги вот возьмешь? Придется от чего-то отрывать. Ну, случится авария, ну что ж там, соберемся, поможем там и так далее, отремонтируем. Ну, освети машину обязательно, да, чтобы Господь и ангела своего хранителя представил. И сам тоже, ну, естественно, никогда не ругайся за рулем. Я уж молчу, что там пьяным не садиться. Вот. И доверься Богу, доверься. Вот оно, когда ты страхуешься, я не говорю, что страхование это автоматически само по себе зло, но очень часто оно как бы веру отодвигает от нас. А вот когда ты доверяешь Богу, и ты используешь это жилье, машину, там даже, пускай телефоны тоже ведь страхуют, да. А вот есть у нас такая молитва на освящение всякой вещи. Освети эту вещь, пусть она Богу служит. А чтобы ни удовольствию, ни грязи, ни похоти, ни разврату, Богу служит. И уповай, что Господь сам сохранит твои вещи, твои нужды. Да. Неужели Отец Небесный не заботится о вас? Конечно, заботится.
наверное, будем уже завершать. Знаете, много еще можно рассказывать, даже из того, что записано. А уж не записано, так это действительно бесконечно. Поэтому мне в завершении хочется сказать. Вот в притче о безумном богаче говорится, что у некого человека уродилась богатая нива, богатый урожай. И он сказал себе, что мне делать? Некуда сложить плодов. Вот что я сделаю. Сломаю мои житницы, амбары, построю новые, сложу туда все и скажу душе моей, душа моя. Ешь, пей, веселись, много добра лежит у тебя на долгие годы. А Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою у тебя заберут, а то, что ты заготовил, кому достанется. И так, говорит Иисус Христос, будет с каждым, кто в себя, а не в Бога богатеет. Вот само слово Бог, оно ведь и происходит от санскритского бага, богатства. Бог это и есть настоящее богатство. Поэтому и будем использовать наши земные богатства, чтобы приобрести богатство истины, богатство небесное, чтобы не отвлекли нас земные заботы от молитвы. А как говорится в молитвах по первой кафизме, в приложении к Псалтире, объятия Отче, отверстием не подчися. Блудно мое и жди житие, на богатство неждеваемое взирая, щедрот твоих спаси, ныне обнищавшее мое, да не презреши сердце. Тебе, Бог Господи, умилением зову, согреших на небо и пред Тобой. Открой мне Твои объятия отеческие. Я блудно мое растратил житие, но взираю на нетленное богатство Твоих щедрот, Спаситель. Сейчас не презирай мое сердце обнищавшее. К Тебе, Господи, зову с умилением, согрешил на небо и пред Тобой. Вот что нужно иметь человеку, чтобы приблизиться к Богу. Ему надо иметь нищету. Ему надо иметь нищету духовную. Не материальную нищету. Сама по себе она не спасет. Она бывает и осуждающей, и завистливой. Не надо иметь ему и богатство, но тоже само по себе не спасет. Как сказано в Ветхом Завете, не давай мне ни бедности, ни богатства. А ему надо иметь, человеку надо всегда иметь нищету духовную. Ибо сказано, блаженны нищие духом, таковых есть Царство Небесное. Надо ощущать себя несовершенным, надо ощущать себя смертным, надо ощущать себя духовно скудным, надо ощущать себя оторванным и заблудшим от Бога, и с умилением взывать, Господи, согреших, помилуй меня. И тогда и все земные богатства, все земные вещи встанут на свои места, будут с легкостью раздаваться, ибо блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Будут с легкостью, с радостью мы будем трудиться, и с радостью будем делиться, с радостью будем нести это на пожертвование, в дар Богу, с радостью будем дарить это другим людям, потому что хорошо говорят мудрые люди. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Благодарю вас, дорогие друзья, за общение, за беседу. Словами наскучишь, сказано, а примером научишь. Пойдем в эту, так сказать, жизнь, в труды, учиться, подавать пример, взирать на хорошие примеры, потому что любовь все не перескажешь. Она невыразима, она непостижима, она бесконечна. Это не книги, это не система, это не воспоминания, это сама жизнь. Жизнь явилась нам, и мы видели, как говорит Иоанн Богослов, эту вечную жизнь, и возвещаем вам ее. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Благодарю вас. Господь да будет с вами, да приумножит вам духовные богатства.